Эрмек Кубатаев занимается выращиванием и размножением быстрорастущих редких видов деревьев в Павловне. Его основная деятельность – агролесоводство. И основной враг – это природные катаклизмы, поскольку деревья очень нежны и требуют тщательного ухода. Агрострахование как раз может снизить риски. В будущем фермер планирует сотрудничать с зарубежными компаниями, обязательное условие которых является страхование хотя бы на 10%. Я поддерживаю страхование. Мое фермерство не застраховано. У нас, например, для выращивания павловния выходят инвесторы. Они предлагают через несколько лет после вырубки плантаций купить у нас деревья. Но предлагают хотя бы 10% застраховать. Желательно застраховать в компаниях у нас в стране, так как могут быть разные форс-мажорные обстоятельства. Могут быть такие природные явления, как засуха, ураган, ветер. Может поломать деревья. Поэтому эти 10% могут перекрыть расходы, если будут какие-то форс-мажорные обстоятельства. Я считаю, что это хорошая вещь. По мнению экспертов, при помощи агрострахования можно получить банковское финансирование. Это очень хороший и нужный продукт для наших фермеров. В стране у нас агрострахования еще не было, поэтому это является новой хорошей возможностью для фермеров страны. Плюсом является то, что у каждого фермера есть право выбора, никто ему не навязывает. Компания тоже, да, это интересно, когда массово пользуются фермеры, да? Поэтому здесь мой взгляд, сперва надо законодательной основе надо усилить, и чтобы прозрачность была, да, и четкое правило игры было. Законопроект затронет многие направления в сельском хозяйстве – растениеводство, животноводство и рыболовство. Большим плюсом агрострахования является то, что из-за погодных условий урожая может и не быть, но фермер может перекрыть все свои финансовые потери за счет страхования. Айджан Аманова, Тынчтык Ольбаев, Нью ТВ.